Всем привет, с вами Александр Бывков. И сегодня у нас автомобиль, который требует серьезных вложений в съемку этого самого автомобиля. Hammer H3. Погнали! Hammer H3, ребят. Автомобиль это военный. Все мы знаем прекрасно, это брутальный внешний вид, который притягивает взгляды, берет свои корни от армейских джипов. Все знают H1, H2, H3 это, конечно, уже более европейский H2, можно так сказать, да? Ну, типа, то есть уменьшенный H2. Многие не считают его за настоящий Hammer, но все-таки он оставил свои черты, свои корни, и его ДНК идет именно от его деда Хаммера. Что, ребят, пойдем посмотрим поближе, что он из себя представляет. Узнаваемая часть кузова это, естественно, перед. Он почти не изменился от H2. Все очень такое жесткое, металлическое. Смотрите на эти уши. Это прям реальный крюк. Фары, естественно, линзы уже, то есть это же свежий автомобиль. То есть тут нет арки, он сам себя очень сильно морает. Представьте, что вот это пластик, это все как бы родное. Если бы, представьте, этой штуки бы не было, просто был бы вот такой вот автомобиль. То же самое касается сзади. Подножки, которые действительно подножки идут прямо к раме. Сразу ты сел и будь уверен, что она не сломается. Позади часть, ребят. Запаска, как у всех настоящих брутальных джипов. То есть она сзади, крюк тоже, как говорится, вот он серьезный. В наших условиях, конечно, номер низковат. Настоящий нормальный фаркоп, чтобы тащить ваши там какие-то прицепы. Ну, это Америка, ребят, все-таки там они все таскают на прицепах. Вот, дверь в бок, естественно, и посмотрите просто на его размеры, то есть он не сильно большой, он очень широкий, ну не очень широкий, но широковат, то есть, да, и низкий, то есть это машина, которая очень тяжело перевернуть. Доказательство того, что это настоящий американский военный джип, это маленькие стекла, как в танке, ребят, просто что перед, что зад, очень интересно. У настоящего брутального мужского автомобиля должен быть настоящая брутальная крышка бака, посмотрите, просто огромные размеры, блядь. Как ее открыть нам? О, посмотрите, вот эта крышка бака, чтобы вы понимали. Закрываем, залили там 150 литров топлива и поехали. Ну что, ребят, мы сели в наш броневик, он же Hammer H3, с маленькими стеклами, который говорит о том, что вы сидите в военном автомобиле. Что мы имеем? Ходовая часть. Так, спереди, в общем, у нас полумост на двойном рычаге, все как по классике. А вот сзади интересная штука. Сзади у нас, естественно, мост, но мост на рессорах. То есть, здравствуйте пикапы, здравствуйте Америка. Очень интересная посадка, прямо как реально в армейском джипе. Ехать довольно-таки комфортно за счет рессор. Тормоза, ну, в принципе, для джипа они не сильно не нужны, но как на соточке крузере такого же типа тормозишки.
Автомат крюка просто топ. Вот ты взялся за нее всем кулаком и держишься серьезной хваткой. Салон к черту роскошь. Да, есть немного кожи, но пластик очень такой тверденький. Но зачем тут нужен серьезный люксовый пластик, если это армейский джип, ребят? Что касается внедорожных примочек, тут у нас, естественно, блокировка межосевая с пониженной. И также еще опционально задняя блокировка. Также бывает опционально и передняя блока, и передняя, мать его, лебедка. Что касается мотора, здесь настоящий американский, мать его, V8. Не, тут не V8. Как не V8? Как не V8, мать твою? Итак, ребят, попробуйте отгадать, какой двигатель стоит в этом автомобиле. V8 нет. Рядная шестерка тоже нет. Рядная четверка и опять мимо. А стоит у нас здесь 5-цилиндровый 3,5-литровый бензиновый двигатель. Бывает еще на более свежих версиях 3,7 литров, тоже на 5 цилиндров. Ну и, естественно, вершина. Это 5,3 V-образная восьмерка, которые все очень ждут от такой машины V-образной восьмерки. Тут она 5,3, тут у нас же более такой легонькой 3,5-литровый 5-цилиндровый бензиновый мотор. Многие говорят, что его не всегда хватает в городе, но эта машина как бы, совсем не для города, да, такая, больше бездорожная, поэтому не закладывался большой смысл сделать большой мотор. На 5,3 литровой восьмерке у него есть свои проблемы по типу коробки, то есть автомат, я так понимаю, стоит один и тот же, и, это не точно, конечно, сейчас мне могут закидать там все джемы хаммероводы, скажут, ты че, ничего не шаришь. В общем, на 5,3 очень слабенькая коробка, автомат именно в этом плане. В этом же двигателе особых нареканий нет, и коробка тут дюжит нормально. Вот и все, ребят. Плюсы. Надежность узлов и агрегатов. Мужицкие ручки. Брутальный внешний вид. Высокий дорожный просвет. Ой, бля. Хорошая проходимость. Багажник прорезиненный, чтобы спокойно можно было смыть всю кровь и поехать дальше. Минусы. Не предназначен для езды в костюмах. Пластик для настоящих мужиков. Подлокотник только для одного настоящего мужика. И единственная маленькая деталь в этом автомобиле. Не очень ликвиден на вторичном рынке. Итак, ребят, этот автомобиль, который внешним видом, многие в него влюбляются и потом не будут замечать на любые его недостатки или какие-то еще вещи. Просто хотят его, влюбляются и покупают. Кто-то покупает, конечно, H3, кто-то покупает H2, чтобы был побольше. Это как эволюция. H3, H2. И кто играл в эти старые детские какие-то игры, там, не знаю, смотрел какие-то американские фильмы, смотрели, видели такие джипы, они по-любому говорили, я куплю себе какой-нибудь такой. И вот кто-то исполняет мечты и покупает такие штуки.